أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Дорогие мои братья и сестры, великая хвала всемогущему Аллаху. Воистину мы рабы благодарные, Ему поклоняемся и у Него просим помощь, спасения нашей души в этом жизни и вечном жизни. Дорогие мои братья и сестры, азербайджанский министр выдвигает идеи азербайджанское правительство против лезгинского народа. Азербайджан говорит, республика, что этот Дербент является исконной земли ихние. Поэтому они выступают против нас, против именно лезгинского народа. Мы скоро заберем Дербент, присоединим к Азербайджану. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, Азербайджан такой республика, там много народ страдает, даже не могут кормить свой народ как положено. Поэтому если Азербайджан хочет присоединить наши земли к Азербайджану, это считаю, что наш народ останется в нищете и в трудности всегда. Поэтому планы Азербайджанской республики против лезгинского народа – это самые отвратительные, самые бесковарные планы против нашего народа. Мы не должны допустить этот шаг, так как азербайджанские некоторые спецслужбы говорят, что мы это Дербент, за все это мы платили, мы купили это все территории лезгинские под себя, мы скоро заберем. Мы за эти деньги, говорят, Россию будут платить, большие суммы деньги. Азербайджанские спецслужбы уже среди нашего народа выдвигают такие идеи, типа за этот город, за этот Дербент уже мы платили 50 миллиардов долларов. Я не знаю точно, это все надо доказать. Но политика Азербайджана, я считаю, что Надир Шах в свое время не смог захватить нас. Хаджар Шах, Шах Аббас, Джуней Шах, сельджуки, османы, монголы, многие завоеватели приходили к нам, Тимур-Ленг. Никто не смог захватить, покорить наш народ. Но, иншаллах, сейчас опять повторяется история. Но в этом сегодняшний день в повторе Азербайджанской республики как враг номер один для лезгинского народа. Мой народ должен полной боевой готовности. Полностью должен, раз они претендуют наши земли, забрать, купить под себя, мы должны стоять за свою землю, как в Коране говорится. Даже кулачок земли мы им не отдадим. Ради Аллаха мы должны объединиться все лезгинязычные народы, дать оторваться Азербайджанскую республику. Вообще Азербайджанская республика за Кавказом не должен существовать. Поэтому планы Азербайджанской республики типа через Израиль, через все страны захватить наши земли. Мы не должны допустить этого, дорогие мои братья и сестры. Поэтому не поддавайся, не сиди дома, сложа руки. Надо сегодняшний день весь народ объединиться. Если вы не сделаете то, что вам Аллах давал веками за эту землю, не будете стоять, вы вообще потеряете честь, совесть, родину, все. Весь лезгинский народ окажется на другую территорию, изгнана. Поэтому политика Азербайджана против нашего народа самой такой политики, которая Аллах их проклинал. Понимаешь, у них нету. Это Азербайджан, республика, как Содом, Гоморра, так как там являются гейские клубы, вот это все зло, они хотят это все распространять
против нашего народа, против дагестанских народов, против чеченских народов, против кавказских народов, понимаешь? Мы не должны допустить, чтобы они свои корни пустили на Кавказе. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, кто бы не услышал, все народы Кавказа должен поддержать лезгинский народ. Потому что боль нашего народа – это боль общей народа Кавказа. Я призываю всех мусульман, всех христиан Кавказа объединиться. Призываю вас, сегодня они будут покупать наши земли своими грязными деньгами. Завтра они будут покупать ваши земли. Поэтому эта политика, которую ведут Ильхам Алиев, купить наши земли, это к миру нас не приведет. Поэтому мы должны стоять за каждый клочок земли. Дорогие мои братья, клянусь Аллахом, кто услышит меня, они будут сегодня полностью на готовности. Земля, которая пролита веками кровь наших предков, никогда никому не продавалась и не продается. То, что в плане Алиева дает команду своим министрам выступать, эти земли наши вернется к нам, мечтают они, губы раскатали. Клянусь Аллахом, за это должен мы заставить Азербайджану отвечать. Азербайджанская республика не должен существовать за Кавказ, исчезнуть должен. Инша Аллах, Аллах с нами, дорогие мои братья. Всех я лезгиноязычных народов призываю, как имам Лезгистана, объединяйтесь, дорогие мои братья. Приходит время, нам придется устоять против этих чертовской республики. Раз они хотят купить наши земли, им придется за это отвечать. Не надо бояться, бояться надо только Аллаха и в ахирате отвечать перед Аллахом за свои поступки. Здесь вам полное добро Аллах дает защитить честь, совесть своего народа. То, что шейтанская республика, вы знаете, они из мечетов что там создают, гей-клубы, рестораны, вот эти все. И тут хотят купить Дербент под себя, до Мамедкала, короче, все земли. Понимаешь, это нехорошо, братья мои. Если они даже купят, мы не должны Азербайджан оставить на этом земле. Азербайджан у нас уже столько лет враг номер один на Кавказе, из-за Кавказа. Столько лет они кровь пили наших лезгинов, убивая в тюрьмах, отправляя политзаключенных во время Советского Союза, выселяя наш народ с лица нашей земли. Поэтому это все грехи от них исходили до этой времени. Многие смотрят на Россию. Я вам говорю, мои братья, Россия тоже была уничтожена. Россия тоже была коммунистами уничтожена, ататурками уничтожена полностью. Революция сделала свое дело против лезгинского народа. У нас столько лет бюджет не оставили, у нас много народ выселяли. Это доказательство вы уже знаете все. Поэтому Азербайджан не заслуживает на нашем земле питаться с нами плечо к плечу. Поэтому столько лет Азербайджан находится как республика. Хоть раз по передачам они говорили о лезгинах. Никогда они не скажут, потому что мы, народ, в первую очередь, у них стоит на ассимиляции. О нас они никогда ничего не будут говорить. Нас за народ они не считают. Это только тупые лезгины, которые там говорят Кардаш, а там Кардаш говорит ради его жены, ради его сестры, короче, смотреть на них, короче. И поддается их уловкам. Подлецы такие лезгины тоже есть. Никакие Кардаши нету. Кардаши будет там, когда ты у себя дома будешь, не в моем земле,
не на нашем доме, своими уставами. Я вас призываю, всех братьев, вокруг меня объединяйтесь. Азербайджан не должен свой нос сувать в наши дела внутренние, семейные вопросы лезгинского народа. И в конце концов мы скоро меры примем. Любые меры примем, чтобы этот Азербайджан больше никуда не двинулся за Кавказе. Аллаху Акбар, Аллах велик. Хасбун Аллаху ва ни'маль вакиль. Дорогие мои братья, не бойся, бойся только Аллаха. Говори правду. Аллах учит нам говорить правду. Прямо в лицо врага свое должен говорить каждый лезгин. Не надо жить как трусливые. Не надо бояться своего тена, надо бояться Аллаха. Выходите из такого мрака к свет, чтобы вы поняли, впереди у вас стоит путь, груз, который на плечи у вас поставили Аллах. Живите как достойные лезгины. Вы знаете планы, какие планы они мечтают, выступают на прямых эфирах против нас, против лезгинского народа, еще хотят Дербент купить. Почему тогда Тимурлен не рисковал? Многие не рисковали захватить Дербент. Поэтому давай, все лезгины должны сегодня объединяться и дать оторваться врагам своим. Да поможет нам Аллах всемогущий, все знающий. Молитесь Аллаху, просите помощь, спасения. Клянусь Аллахом, если вас 100 будет человек, за вами 1000 ангелов будет стоять, малайки будет стоять. Если вас 1000 будет, за вами 5000 ангелов будут, малайки будут стоять, дорогие мои братья. Клянусь Аллахом, Аллах с нами. Мы народ, который страдали во всех положениях. Клянусь Аллахом, столько лет мы находимся в угнетении, ущемлен прав нашего народа. Нас за народ не считает. Вы все лезгины этого должны сегодня понимать. Я вас призываю, чтобы наводить порядок у себя внутри Лезгистана, наводить порядок среди лезгинского молодежи. Полностью вы должны контролировать семьи, соседи, деревня, районы. Все лезгины должны переехать в Баку и там жить все полностью. Все лезгины туда 1000 должен двигаться в Баку, и там все вопросы, все под контроль должен у лезгинов. Все там эти мечети, вот эти рестораны, это все, что они двигают, геи, вот это, всем по башке надо давать, этим чертям, Не должен там двигаться. Весь лезгины, все горцы, спускайся, живите Баку как хотите, это все ваше. Как хотите, живите, это все ваше богатство. Если Ильхам Алиев стал кодур против нашего народа, покупать наши земли, мы это в Азербайджан заберем, там будет у нас, не в своем доме у нас будет. Посмотрим, Далиль Лезгиляр спустится все туда, соберется там в Баку, и тогда пускай разбирается с нами. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.